В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Новый детский сад на 90 мест открыли в селе Петропавловск. Все подробности в начале выпуска. Выявленных случаев меньше, чем днем ранее. Сколько человек заболели коронавирусом в Якутии? Нестандартный символический зачет по физкультуре. Всероссийский фестиваль «Спортивная и студенческая ночь» проходит в Москве. Новый детский сад на 90 мест открыли в селе Петропавловск. Поздравить жителей с этим событием приехал глава региона Сын-Николаев, который находится в Усть-Майском районе. Ровно год назад глава республики во время визита в Петропавловск ознакомился с ходом строительных работ. Стоимость объекта – 180 миллионов рублей. Новое здание детского сада возведено вместо двух старых обветшалых корпусов, построенных еще в 60-80-х годах прошлого века. В двухэтажном здании расположено 6 групп, музыкальные и спортивные залы, современный пищеблок, оранжереи и медицинский кабинет. На прилегающей территории прогулочные участки с верандами и игровыми площадками. Усть-Майский улус имеет очень важное значение для развития и Восточной Якутии, и в целом нашей республики. В последние годы мы видим оживление, значительное оживление и в промышленности, и в социальном развитии района. Так построена вот дорога до Усть-Мая, уже республиканская АМГА дошла. Активно ведется сейчас работа по аварийному жилью. Видим, как появляются новые социальные объекты. В селе Чапаево Хангаласского района полным ходом идет строительство регионального центра по поддержке одаренных детей. Трехэтажный корпус рассчитан на 150 мест, есть учебные лаборатории, спортивный зал. При центре также будет работать интернат на 100 мест. Сейчас в здании идут отделочные работы, которые планируют завершить в 4-м квартале этого года. И уже к началу нового учебного года региональный центр откроет свои двери. Идет облицовка стен керамическими плитками, устройство полов керамогранитами, также облицовка стен стеновыми панелями. Скоро в марте должны продолжать работы по спецработам. Это санфаянсы, установка и водоснабжение. Все материалы имеются, работа идет. Единый цифровой сервис жителя Якутии запустят Министерство труда и социального развития региона и мэрия Якутска. Это значит, что действие социальной карты будет расширено. Так, многодетные семьи будут ездить на общественном транспорте в Якутске по льготному тарифу. Также расширят дисконтное приложение для льготных категорий населения среди муниципальных учреждений и организаций. Соглашение подписали сегодня министр труда Елена Волкова и исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев. Внедрять социальные карты будут поэтапно. Это будет, так скажем, большой единый цифровой сервис, который обеспечит доступность теперь уже не только транспортное приложение, да, допустим, по городу Якутску, но и обеспечит доступность определенных социальных услуг. Да. Мы, например, сегодня имеем определенные скидки, да, отдельные категории. Многодетные семьи имеют скидки в различные учреждения. И вот как раз для того, чтобы получить эту скидку, человеку необходимо иметь определенный пакет документов. Да. А через цифровую карту мы предполагаем, что многодетная семья получит такую скидку, используя только одну именно цифровую карту. Теперь к последним данным по коронавирусу в Якутии от оперативного штаба. Еще 128 человек заболели COVID-19. Выявленных случаев меньше, чем днем ранее. В столице региона 45 заболевших. Наибольшее число инфицированных выявили в Мирнинском районе 34 человека, Нерюнгринском 15 и Алданском 14 пациентов. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Характеризуя санитарно-эпидемиологическую обстановку в нашей республике сегодня, я бы хотела прежде всего сделать акцент на той массовой вакцинации, которая началась у нас в республике. Практически во все районы республики доставлена вакцина, и на настоящий момент, помимо медиков, учителей, мы приглашаем на вакцинирование всех жителей нашей республики. Это прежде всего связано с необходимостью, безусловно, формирования коллективного иммунитета. Иммунитета, который позволит нам противостоять вирусу для того, чтобы прежде всего сохранять в том числе наши семьи и сохранять наше население.
Рейды по выявлению нетрезвых водителей прошли в Нерюнгри. Наш корреспондент Ирина Кичигина расскажет, какое наказание грозит пьяному водителю. Правила дорожного движения Российской Федерации запрещают водителю управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Езда в нетрезвом виде представляет угрозу не только для самих любителей такой езды, но и для ни в чем не повинных людей. Поэтому сотрудники госавтоинспекции проводят регулярные рейды на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Рейдовые мероприятия будут проводиться в первую очередь в целях выявления нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно будет привлечено более 10 сотрудников дорожно-патрульной службы и привлечены будут другие сотрудники отдела МВД. Напомним, что за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения водителям грозит административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами и наложением штрафа. При повторном совершении данного правонарушения возбуждается уголовное дело. В ходе проведения рейдов выявлено одно лицо, управляющее транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Добросовестные же водители осознают необходимость подобных мероприятий. Я считаю, что они необходимы, так как в наше время очень много людей пренебрегают данным правилам дорожного ПДД, точнее, и это может привести, к сожалению, к фатальным последствиям. Госавтоинспекция призывает всех граждан присоединиться к проблеме пьянства за рулем. Любой общественник или просто неравнодушный гражданин может сообщить в дежурную часть полиции или ГИБДД о неадекватных действиях водителей, нарушающих правила дорожного движения. Сотрудники полиции предпринимают оперативные меры реагирования на подобные сообщения. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Москве подвели итоги ежегодного исследования на тему «Российские вузы глазами студентов-2021». Подобная акция проводится в 6-й раз и основывается на отзывах учащихся и сотрудников различных госуниверситетов и институтов страны. Главной темой последнего исследования стало дистанционное обучение. О плюсах и минусах онлайн-подхода узнавал Максим Кардузу. За прошедший учебный год удаленка стала привычной частью вузовской жизни. Лекции и экзамены в Зуме, консультации в Скайпе, работа приемной комиссии онлайн. Понятно, что такое нововведение в начале пандемии казалось настоящей фантастикой. Подстраиваться приходилось всем. Пандемия и вот этот дистант потребовал от всех университетов, собственно, от студентов, сделать такую определенную серьезную ревизию собственных учебных планов, собственных подходов, требований к кадровому составу. То есть это действительно с технологическим решением. Такой серьезный вызов, который, по сути дела, вот эти накатанные конструкции, которые существовали из года в год, фактически заставил посмотреть и перетряхнуть. Перетряхивать пришлось не только учебный процесс, техническую базу вузов или систему оценок. По мнению экспертов и самих студентов, сильно пострадала практическая часть. Причем речь идет не только о лабораторных работах. Пандемия поставила крест на производственной и преддипломной практике у выпускников. Многие предприятия на фоне пандемии отказали, и им пришлось, допустим, в моем случае, искать материал для диплома в интернете, а также использовать уже существующий материал прошлых лет. Я считаю это большим минусом, потому как многие студенты упускают возможность оценить все прелести профессии, на которой он учится. Но в дистанционном обучении студенты находят и плюсы. Не нужно тратить время на дорогу в университет, например. Можно сэкономить и на общежитии, ведь многие учатся прямо из дома. Во-первых, я считаю, что заниматься из дома гораздо удобнее, просто потому что знания так усваиваются лучше, и это твоя зона комфорта. А во-вторых, это большая возможность побыть рядом со своими близкими, быть дома. Дистанционное обучение стало уже частью моей повседневности. И думаю, что возвращаться обратно в офлайн будет достаточно трудно. По мнению экспертов, с увеличением темпов вакцинации вузы вернутся к очному обучению. СВФУ уже объявил о готовности проводить занятия для некоторых старшекурсников в офлайн формате с марта. Но вполне вероятно, какие-то дисциплины все равно останутся в онлайне, даже после окончания пандемии. Максим Кардузу, Джур Березкин, Москва.
Всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь» открыт в Москве. Мероприятие проходит на Красной площади на ледовом катке возле ГУМа. Студенты сдадут нестандартный и валинческий зачет по физкультуре, примут участие в эстафете, а также в мастер-классах, которые проведут известные спортсмены. В преддверии мероприятия состоялась встреча представителей студенческих спортклубов и спортивных лиг с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и министром спорта Олегом Матыцыным. Также министры приняли участие в товарищеском матче чемпионата студенческой хоккейной лиги. Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Профессиональный хоккейный клуб «Лахти Пеликанс» намерен стать первым в мире, чья деятельность не приводит к выбросам углекислого газа в атмосферу. В достижении этой цели спортсменам помогут ученые из местного технологического университета. Подробности расскажет Сергей Берец. Финский город Лахти объявлен зеленой столицей Европы 2021 года. Местный хоккейный клуб решил не отставать и добиться нулевых показателей выбросов двуокиси углерода в атмосферу. На очередной матч национального чемпионата с соперниками по лиге командой «Юкурит» из города Микелина «Лахти Пингвинс» вышли в форме, цвет которой символизировал экологичность их устремлений. Пингвины уже отказались от авиаперелетов. Они убеждают болельщиков добираться на игры общественным транспортом, на велосипедах, а когда возможно, пешком. Домашняя арена использует только чистые источники энергии. Расположенные там рестораны и кафе подают блюда из продуктов, произведенных в округе и в упаковке без пластика. Научное обоснование проекта разработали специалисты из технологического университета Лахти. Сам город планирует стать климатически безвредным к 2023 году. Он полностью стал независим от угля в 2019-м. К середине текущего столетия собирается на 100% избавиться от мусора и отходов. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.